Дизайн единственной в мире точной копии автомобиля шведского производителя в масштабе 1:14 разработал моделист-конструктор Рустем Немитулаев. В мире моделирования машина признана лучшей. Процесс сборки грузовика длился 2,5 года. Помогали ему в этом специалисты по электронике, художественным и малярным работам и мастер по обшивке салона. Это радиоуправляемая модель. Тут полноценное шасси у машины. Все движение автомобиля проходит за счет электродвигателя. И трехступенчатой коробки передач, полноценные мосты с раздатками, с шестернями, то есть с карданом, с распорядительным валом. То есть вот такая у нас получается модель. Модель может разогнаться до 30 км в час. Грузовой автомобиль сделан полностью в деталях, как настоящий. Здесь есть панель управления, подсветка салона и машины, которые можно производить как вручную, так и с пульта управления. Аварийные огни, мигалки на крыше, ближнее и дальнее освещение. Двери все открываются. Кожаный салон ручной работы. Внутри установлено музыкальное оборудование и телевизор, а также на грузовике работает разгрузка ленивого моста. У него есть автоматическая сцепка. Если мы вот так делаю, видите, он раз отцепился. И на машине, видите, выполнена аэрография, тут нет никаких наклеек. То есть это серьезная художественная работа. В гараже разместилась целая авторемонтная мастерская, где хранятся сотни деталей. Здесь Рустембей трудится долгими вечерами. Работа практически ювелирная, ведь она начинается на основе конструктора, а все остальное делается своими руками. У него шасси, рессоры, амортизаторы, видите, мост полноценный, кардан, коробка трехступенчатая. Интерес Рустема Немитулаева к моделированию машин возник еще в детстве, а вдохновил его отец, который в прошлом был дальнобойщиком и брал сына в длительные командировки. Рустемчик с 2-3 лет уже ездил в моей машине, в спальном салоне жил и познавал азы труда водителя. И какой бы магазин, какой бы город мы ни приезжали, будь это на Урале, будь это Прибалтике, будь это в Беларуси, Ленинграде, везде мы скупляли машинки, которые он потом, сидя дома, полностью разбирал и собирал. Там будки ставил, обтекатели, переделывал. И это у него от рождения. И на сегодняшний день те труды, которые он делает, я наблюдаю со стороны, горжусь этим. Когда было ему 10-11 лет, бывали случаи, я сплю в салоне, он за рулем, 25-30 тонн груза. Останавливали гаишники, искали, где же водитель, которого не видно было. Это уже 5-я машина в коллекции Рустембея. Кроме этой, изобретатель создавал и другие модели американских грузовых автомобилей. Мастер не собирается останавливаться на достигнутом, и теперь он планирует сбор более усовершенствованной модели. У нас сейчас основная задача повторить имитацию подъема кабины, как на настоящей. Кабину поднял, там будет полная детализация мотора. То есть вы представьте, в масштабе 1:14 сделать детальки, похожие на настоящий мотор. То есть там будет открываться капот, кабина будет стоять на пневмоподушках, то есть она будет работать как на настоящей машине. И все шаблоны мы на сегодняшний день приняли решение, все чертежи, все шаблоны сохранять. Хобби для взрослых. Так называет свое увлечение моделист-конструктор. И надеется, что в будущем оно станет стимулом к созданию производства таких машин в Симферополе. Диляра Шевкетова, Асан Зивадинов, телеканал Миллет.